Его еще называют королем Арктики. Белый медведь – самый крупный хищник суши. И по последним данным, их численность в дикой природе составляет от 22 до 31 тысячи особей. И две из них сегодня содержатся в зоопарке Ортодайду. Коломана и Ломоносов неразлучны уже почти 11 лет, и этот праздник они традиционно встретили вместе. Работники зоопарка приготовили для них праздничный обед. Замороженный морс из ягод и овощей с добавлением самого любимого лакомства медведей – жирной рыбы. Белые медведи вызывают у людей интерес. Они как бы и сами, поведение у них интересное, да, и они необычные, белого цвета, вот, и, наверное, тем самым как бы всегда такой вот большой интерес именно к белым медведям. Когда Колымана впервые появилась в зоопарке, это в 2012 году, ее встречали, там буквально, не знаю, очень много журналистов. Просто мы смеялись, что прям как космонавта встречают. Дальше уже история продолжилась, когда приехал Ломоносов, они создали пару, и таким образом образовалась пара, и потом уже получено было потомство. Якутию с уверенностью можно назвать колыбелью белых медведей. Арктические хищники родом из республики расселились по зоопаркам страны. Так, например, первенец Колыманы и Ломоносова Харчана приехала в Ленинградский зоопарк в конце 2017 года. С первых дней медведица из Якутска сразу стала всеобщей любимицей и настоящей звездой, что неудивительно, учитывая ее веселый нрав и сообразительность. Ее младший брат, трехлетний Алмаз, сейчас обитает в Хабаровском зоосаде. Многие жители города приезжают посмотреть на якутского красавца и зарядиться от него позитивными эмоциями. Алмаз до сих пор остается таким же неугомонным, жизнерадостным и беспечным малым. Традиционно День белого медведя он встречает с гостями и подарками. В Нижегородском зоопарке обитает еще одна якутская медведица – Умка Аяна. Ее медвежонком обнаружили в Среднеколымском районе в конце сентября 2017-го. Экологи предполагают, что ее мать стала жертвой бурого медведя. В ноябре 2021 года к Аяне из московского зоопитомника привезли жениха – белого медведя Николая. 11 марта 2021 года в якутский поселок Джабарики-Хая неожиданно пришла истощенная белая медведица. Хищника отловили, назвали Томпой и отправили в московский зоопарк. За ее ум и находчивость сотрудники зоопарка отзываются о Томпе как о неординарной личности и вундеркинде. Медведица, по словам специалистов, фантастически умная, скоординированная, хорошо развита и предприимчива. Белый медведь обладает всеми возможными статусными категориями для защиты, однако сколько бы ни было подписано бумаг о защите этих арктических гигантов, важно помнить, что юридические нормы не работают, если у них нет защитников на земле, в тундре и во льдах. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Хангаласский район.